На мой взгляд, смысл создания учебно-методического фильма сводится к тому, чтобы тем желающим, которым интересен этот новый вид национальной борьбы, показать методику подготовки борцов по данному виду спорта. Значит, сама борьба исторически возродилась у нас в республике с 2010 года и благополучно распространяется по территориям, сейчас по южным территориям нашей республики. Это Сахалинский район, Кировский район, Прилуцкий район и Усть-Куломского района. И некоторые свои соображения по поводу этого вида спорта, по поводу подготовки борцов сейчас скажут тренера. Летин с Прилуцкого района, тренер-преподаватель, развиваю этот вид спорта уже 3-й год. Пытаемся проводить соревнования среди школ района. В школе 18 учреждений, где занимаются дети. Пытаемся все школы вытащить. Конечно, тяжело это все. Первый раз в этом году проводили по инвалидам. Республику провели. С районов, с Тюлькара, с Эжбы, с Усть-Куломского, с Кировского района съехались инвалиды, взрослые, женщины, мужчины. В Прилуцком районе у нас боролись. Мы провели и победители ежегодно. Людям очень понравилось. Там по упрощенным правилам. Тренер по дзюдо, сейчас, соответственно, по зуму-дош Кирш Евгеньевич. Занимаюсь тоже уже зуму-дош, борьбой зуму-дош 2010 года. Проводили неоднократно соревнования по этому виду спорта. Вот. Есть свои победители, и, соответственно, привлекаем всех остальных к этому виду спорта, так как это просто можно как методическое пособие по физической культуре и спорту проводить. Что еще можно сказать? Детям нравится. Сейчас мы демонстрируем некоторые правила этой борьбы, потом ребята нам покажут некоторые приемы из этого вида борьбы. Так, ну что, внимание, давайте сели. Демонстрируем правила нашей борьбы, по которым борются борцы. Ребята, уходите. Демонстрирует Красильников Роман и Рубцов Глеб. Значит, перед началом поединка противники выходят на территорию. Эта территория символизирует территорию одного медведя, на которой должен в конце поединка остаться только один медведь. Перед началом схватки борцы поднимают вверх руки, таким образом, понимаете, приветствуют друг друга, показывая свои чистые намерения и отсутствие оружия в своих руках. И по команде «Тыш» начинается схватка. Когда два медведя выходят на схватку, они становятся на задние лапы и передние лапы поднимают вверх. Вот. И тем самым символизируют угрозу, тем самым символизирует, что тот и другой медведь готовы к схватке сразиться за данную территорию. Вот. При ведении поединка заложено два основных параметра победы. Первый параметр победы – необходимо противника вытолкнуть за границу ковра. Продемонстрирую. За границу территории. Вот, он оказался за границей территории, и определяется сильный победитель, тот борец, который остался на территории. Второй способ победы – это бросить противника на спину. Продемонстрирую. И во время поединка падает на спину, тем самым определяется победитель.
И второй, соответственно, проигравший выбывает. Так. Третий момент, он наиболее редко встречается в поединке, но имеет место. Это когда один медведь, демонстрируя свое превосходство в силе, обхватывает другого и держит его в воздухе какое-то время. Покажи, пожалуйста. Вот, например, таким вот образом. То есть показывая полную демонстрацию своей силы. Как только соперники находятся в партере, переходят они в партер, идет команда суд. И соперники поднимаются в стойку обратно. Ну и, соответственно, идет команда тыш, и схватка начинается заново. Продолжается. Тыш. На учебно-показательную схватку приглашаются два соперника. Кирушев Михаил Игоревич и Сорвачев Игорь Игоревич. Воспитанники Карпировского отделения Зумудош. Ош. Тыш. Стоп. Тыш. Стоп. Тыш. Ян. Ян. Ош. Ну, завтра мы продолжим. Приедет Александр Андреевич. Сегодня, не знаю, он сказал, к ужину подъеду. Владимир Николаевич, какие есть замечания? Давай завтра на семинар. Завтра Замечаний очень много и предложения. Вот, я хочу наш вариант лаза привезти завтра. Вот, я вижу по лазу не то. Тут важно, очень важно даже какой вырез на шее. Это же борьба. Надо, кстати, посмотреть вообще кимоно, как изготавливают. По каким канонам. Равшан, кимоно принеси, бегом. Нет, вообще, как бы, нет, есть информация, в энциклопедии посмотреть надо. Нет, мы пошли самым простым путем. Единственное, что мы можем Нет, я понимаю, у вас просто нет куда брать. Конечно. Да. Самым простым путем пошли. Охотничьи лазы Брезентовую куртку сделать, которую мы можем хотя бы на соревнованиях применять. Но мне тоже лаз. Кимоно принеси, Равшан. Вон, лежит в поле. Ну, может быть, повыше, которые... Это еще надо тоже и совершенствовать дальше, чтобы не сделать. Ну, совершенствования предела нет, да. Вот это первый Бегом! вариант, который мы можем применить даже в школах, например, на простых занятиях. Потому что она легко меняется, легко снимается. А эта дзюдо, она дорогая. Хотя мы все дзюдо занимаемся. Нет, меня интересует вообще его чертежи. Что представляет чертежи? Не чертежи, конкретно это, а принципиальная концепция. Плотная куртка 5 сантиметров от Нет, Рука. не надо настоящий портного, это как говорится. лекал. Лекал. Это не то, что мне нужно, просто сейчас я вижу. Я бы начал с этого. Для сравнения. В чем преимущество? Вот поставить вопрос. В чем преимущество кимоно? Почему он такой? Почему с такого Нет, размера? ну глаз же это охотничий, там больше... охотничьи, Нет, ну мы раз мы сейчас создаем новое изделие. значит, мы и должны глазы применять. Да, мы глаза применяем. Да, тут уже некоторые броски убираются. Вот, например, если кимоно, Захват. можно захват за локоть, основные броски дзюдо — это захват локтя.
и идет наворачивание. А когда глаз короткий, приходится бороться или пояс, или... Вот и надо аргументировать. У Лаза так потому, почему, потому. Это уже... Кимоно почему, Потому что Да, это дзюдо, другая а это борьба. зубы тоже. Да, ну основа это одна и Но та же. есть ну, конечно, варианты, да. есть варианты голым по пояс раздеваться. Вариант Да. голый по пояс. Только пояс оставляем. Потому что идет это самое. Мы же делаем борьбу, в смысле восстанавливаем борьбу. Раньше же мужики боролись, они снимали все. Ничего страшного, может еще какой-то вид будет вариант. Вот мы, например, Нет, у нас просто- на одном на День молодежи, я, например, провожу соревнования там в Обяче, на берегу Лузы, например, играют в футбол большой, там на призы газеты «Знамя труда», местные газеты. Они выделяют призы для борцов. Вот я выхожу, кто хочет выиграть. И вот черти в круг, и они в песке, на песке борются, раздеваются. И лицом Просто в песок. внести какое-то свое. Потому что борьба на поясах существует уже везде. Вот Лаз, Мы не должны повторяться, мы Да. должны ввести вот этот класс. Он просто в исполнении, просто в исполнении и лучше. Да, основные моменты учебно-методического фильма должны быть сведены к тому, во-первых, значимость, актуальность этого вида борьбы, внедрение этого вида борьбы в начальные классы в нашей республике. Второе, необходимо создать методическое пособие, по которому было бы доступно любому учителю физкультуры доступно понимание, как освоить школьникам первые падения, чтобы им было не страшно падать. И это низшая ступень. И более высшая ступень – это освоение техники приемов. И за техникой приемов исполнение уже комбинации этих приемов. И после освоения уже комбинации приемов данная борьба приобретет уже свой смысл, она будет отличаться уже от вот этой первоначальной борьбы, от дзюдо, от самбо. Схватки и все. Рвали. Рвались моментально, да. Особенно, когда день ВДВ проводили, там мужики такие выходили. Да, брезентовые, да, все. И вот сейчас подошли вот этот вот последний вариант. Это вот последний вариант. Это вот плотное, и оно, я смотрю, держится, не рвется. Кстати, и сегодня мы будем говорить о правилах борьбы, национальной борьбы. И там мы должны утвердить, вот каким она должна быть, это вот куртка. Там тоже есть должны быть определенные требования к этой куртке. Но мы должны утвердить в первой редакции эти правила. В первой редакции мы можем только обозначить. Завтра хочу привести вам то, что я хочу сказать, да, чтобы вдруг что-то понадобится из наших. И мы посмотрим, конечно, с удовольствием. Да. Но мы можем изменить, это же все в наших руках. Сегодня придем к одному мнению, завтра вы докажете свою. Будем искать 16-й вариант. Класса, да. Спасибо за дискуссию, комментарии.